В эфире канала «Ингушетия», информационная программа «Итоги недели». Меня зовут Рина Цычоева и краткий анонс событий. Национальные проекты в деле. Расскажем, что удалось сделать в Ингушетии и что в планах. Новый храм знаний Долгожана, объект на 720 мест, возводится в селении Нижние Очулки. На какой стадии объект, расскажем. Беда пришла откуда, в общем-то, и ждали. Ветхие трубы в Плиево подводят и жителей, и власть. Что делать, узнаем в сюжете. Уже скоро они окажутся в святой для мусульман земле. В Ингушетии прошел итоговый семинар перед поездкой в хадж для паломников. Что важно знать? Дожди, подождите, капризы погоды, как они влияют на качество урожая. Уже скоро. Более 400 молодых и амбициозных ребят. Предмашук начал свою работу. Какие интересные, а главное нужные проекты представляют наши ребята. Правительство Ингушетии и главы муниципалитета будут нести личную ответственность за реализацию нацпроектов. Об этом заявил в Рио главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов в ходе заседания в Магасе. В республике реализуется больше 50 национальных проектов. Общая сумма федеральных субсидий с учетом планируемых к подписанию соглашений 5,5 миллиардов рублей. Все подробности в следующем сюжете. В этом году в рамках реализации указа президента России запланировано строительство более 80 социальных объектов в рамках национальных проектов. О ходе реализации масштабных и амбициозных проектов на совещании доложил руководитель проектного офиса Бекхан Вальсагов. По данным, на 18 июля заключен 51 контракт с местными подрядчиками на реализацию мероприятий в рамках конкретных нацпроектов. Все запланированные соглашения подписаны, кроме создания комплексной отрасли ТКО, обращения твердых коммунальных отходов. Но могу пояснить, что это соглашение, республика не может инициировать это соглашение, так как это работа федерального министерства. Они нам размещают это соглашение в электронном бюджете, мы его согласуем, отправляем и подписываем. Дальнейшее подписание происходит. На 19 июля заключено 51 контракт. Вчера буквально подписано очень ряд контрактов, поэтому вот в вашем докладе этого нету. Я сегодня вот перед выходом с правительства подкорректировал, мы узнали общее количество подписанных контрактов. Оно вчера подписано только 18 числа. На общую сумму 4 миллиарда 133 миллиона, что составляет 75% от общего объема средств. Общий процент контрактации от общего количества необходимых к заключению составляет более 67%. Все запланированные соглашения с муниципалитетами у нас заключены. Вместе с тем, в Республике Ингушетия в рамках реализации указа запланировано строительство более 80 объектов, учитывая обустройство общественной территории, социального назначения по ряду национальных проектов. По национальному проекту «Демография» у нас запланировано строительство 9 объектов дошкольного образования по 220 мест. Общее количество 1980 мест в следующих населенных пунктах. Это города Сунжа, Назрань, Карбулак, Назрань, Альтиево, сельские поселения Плиево, Галашки, Яндри, Алиюрт и Инарки со сроком ввода до конца 2020 года. Вместе с тем, в рамках реализации соглашения республика обязалась создать дополнительно 1540 мест в дошкольных организациях путем завершения в 2019 году 7 объектов дошкольного образования по 220 мест, в том числе детский сад Нестеровской, он уже введен в эксплуатацию. Это можно увидеть на слайдовом материале. Детский сад Сурхахи готов к вводу, имеет высокую степень готовности. Карбулак, Нижние Очулки, Барсуки. Зязиков юрт, Гамурзиева. Будет начато строительство в этом году 4 объектов общего образования по 720 мест в городе Назрань, Карбулак, в сельском поселении Плиево, в сельском поселении Средние Очулки и школа на 250 мест в сельском поселении Яндри с вводом в эксплуатацию до конца 2020 года. В соответствии с подписанным соглашением до конца 2020 года.
В настоящее время заключены контракты с подрядными организациями по 3 объектам: Назрань, Средний Ачулки, город Карбулак. В Рио главы Ингушетии Махмут Али Калиматов призвал правительство Ингушетии и глав муниципалитетов более ответственно подойти к реализации национальных проектов, тщательно планировать и оперативно выстраивать работу, поскольку от этого зависит повышение качества жизни населения, а также в целом выход республики на уровень среднестатистических регионов России. Каждый из нас должен чувствовать ответственность за реализацию нацпроектов на порученном участке и от спонтанных действий перейти к плановой, осмысленной работе, отметил Махмут Али Калиматов. По всем объектам, которые перечисляет Ихан Баширович, вы мне берете и по срокам говорите, и внизу расписываетесь. Хорошо. Кто контролирует и такие-то сроки. По каждым объектам конкретно, вот, если Министерство строительства, Стройнадзор, кто там осуществляет качество, кто по срокам. До конца года планируется благоустройство 47 общественных территорий. В частности, несколько прудов в республике будут восстановлены. По региональному проекту формирования комфортной городской среды до конца года будет завершено благоустройство 47 общественных территорий. Здесь у нас Минстроем заключены все соглашения. Ответственными по реализации вот этого проекта является администрация муниципалитета. Вот что там такое с этим прудом? Назрание. Возьмите на контроль, посмотрите. И вот как раз и министр. Это ваш подвед, да? Да, это наш объект. Ну вот ваш подведомство, посмотрите. Потому что я понимаю, проект включен, соглашение есть, федеральный нацпроект есть, экология, все понятно. Вот. И что там надо делать? В действительности вот эти водоемы, они нужны. Тем более для горожан, тем более в городской черте. Он вообще должен быть для людей, для детей. Кардинальные изменения должны коснуться и системы здравоохранения. В рамках нацпроекта здравоохранения начато строительство 2 ФАПов в сельских поселениях Джейрах и Армхи. Финансовое обеспечение мероприятий планируется в 3-м квартале 2019 года. Первый проект – региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 5 новых ФАПов и приобретения 18 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в 2021 году посредством строительства вертолетных площадок. На основе разработанных критериев новой модели медицинской организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 5 амбулаторно-поликлинических медицинских организациях будут внедрены бережливые пациент-ориентированные технологии. В 2 поликлиниках взрослой и детской республиканской эти технологии уже внедрены. В 2019 году на строительство 2 ФАПов в сельских поселениях Армхи и Джейрах выделен межбюджетный трансфер из федерального бюджета в размере 10 миллионов 908,3 тысяч рублей. Проектно-сметная документация для строительства ФАПов разработана, проведена государственная экспертиза, заявка подана в Минфин на проведение аукционных мероприятий. Следующий проект. Целью регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» являются снижение смертности от инфаркта миокарда. Показатель должен составить 3 на 100 тысяч населения. В течение месяца мы все отработали, сдали все на аукцион. Последняя точка 1 августа. Все аукционные контракты будут заключены. И мы ждем активно ждем поставку оборудования, все это внедрение. И до конца года мы надеемся, что мы справимся с этим. Возвращались тех задания, возвращались заявки. То есть вот на момент моего вступления в должность ни одна заявка не была отработана до конца. Вот проблема такая. В течение месяца, что смогли, все сделали. По всем нас проектам. Было Не отставание постарайтесь, да. а сделайте. Сделаем. Сделайте. Да. Потому что спрошу. Строго спрошу. Людям не интересно, что мы здесь обсуждаем, какие планы строим на будущее. Мы должны помочь нашим гражданам сегодня, прямо сейчас. Да, есть стратегические задачи и инновационные решения, но каждый житель республики должен лично на себе ощутить позитивные изменения в медицине, отметил Махмут Али Калиматов. Вы скажите, перспектива, вот где плохо еще, какие проблемы есть, где не учли. Вот что людям-то от этого, что мы тут обсуждаем, проекты, вот что лучше будет для простого человека, который приходит укол сделать, там, не знаю, там, на прием пришел, температура или мать привел его.
отца привел, маму привел. Почему это больная тема? Даже вот мне лично говорят, там вот так вот, там вот так вот. Скажите, вот улучшение здания будут, оборудование будет. Как с медикаментами? Вертолеты, будущее построим. У нас в действительности есть и программа, и до 2024 года все дал Англия. Сделаем. Вопрос вот. Сегодня не хватает сколько процентов? Каких категорий? Особо таких, да? Ну, инсулин, если его нет, то это беда, да? Но если там от головной боли нет там того или иного, вот какие лекарства нуждающие, которые незамедлительно, ну, как вы их в медицине называете? Да, понятно. Быстрого реагирования. Да. Это же жизнь людей-то. Мы предусматриваем... Если у нас кирпича нет, я еще пойму, там, ну, еще чего-то нет, а лекарства? А лекарства мы предусматриваем, но тот объем средств, который мы предусматриваем, как, ну, по данным Минздрава, не хватает. Вот проблема в этом. И то, что есть, мы не можем финансировать из-за дефицита бюджета уже несколько лет. Мы минимальный объем средств предусматриваем в бюджете. 13-14 миллионов в год на лекарства. Вы хотите сказать, что у нас из года в год занижена или невозможность финансировать именно лекарства? Да, именно по этому сегменту. Это почему? Именно лекарства. Почему? Может, нам другие статьи пересматривать? Может быть, машины не покупать? Может быть, еще что-нибудь не делать? Нет, я категорически вам говорю. Категорически. И примите это за указание. Значит, формирование бюджета уже вчера, наверное, началось. Вы начали там работать? Запрашиваем. Вот, запрашиваете, все хотите. Но в части медицины ваши объяснения, ваши бумаги, ваши любые причины для людей больных, значит, что зависит от региональных, делаете. Если нужно выходить на федеральный уровень, именно по медицине, это дети, старики. В действительности мы делаем и будем делать, никуда не денемся. Это указ президента национальный. Но конкретно сегодня человек живет, завтра он живет. А у нас получается там меньше там 1%, 10, 5%, наверное, всего-то. Поэтому и говорят люди, приходишь, бинт купи, вату купи, таблетку купи. В рамках нацпроекта образования в республике планируется начать строительство 4 школ по 720 мест в каждой. В городах Назрань, Карабулак, в сельских поселениях Плиево, Средние Очелуки, а также школа на 250 мест в Яндаре с вводом в эксплуатацию до конца 2020 года. Это современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого и социальная активность. Приоритетными задачами мероприятия национального проекта образования являются недопущение трехсменного режима обучения в школах, обновление материально-технической базы для формирования обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Руководитель региона сделал главный акцент на подготовку кадров и обучение специалистов технической направленности по тем профессиям, которые востребованы в республике. В Самаре юрфак, половина ваших, наших, то есть их выгоняют. Ректора мне ставят в известие, что вот твои земляки. В академии экономической то же самое. Политехнический, насчет информатики, он назывался Институт связи, сейчас он Поволжский институт информатики. Информационных коммуникаций даже. Ни одного студента. В политехническом, там 13 тысяч, по-моему, самый современный технический университет. Ни одного. Авиационный, ракеты делают, ни одного студента. То есть вы гуманитарии плодите, вот юристов, экономистов, ну еще мединститут есть, тоже половина, которые вот приезжают
Вот мне стыдно даже, там и девушки наши, мне стыдно, что они не учатся. И я уже говорил об этом. Отныне я хотел бы, чтобы вы это знали. Каждого одаренного мальчика, девочку, неважно, где он живет, в Галашках, там, не знаю, в Седахе он живет, я не знаю, где он живет. Ищите их именно точных наук. Именно точных наук. Подбирайте, даже помогайте им. А это провал образования. Технических нет специалистов. Ни одного фрезеровщика не найдешь. Мастера какого-нибудь. Так вот, Министерство образования, развернитесь, потребности республики, специалистов, спросите предприятия, организации, запросы сделайте, центры занятости, Минтруда, я не знаю, берите и говорите, кто нам нужен. Анализ целый год, пока они до ЕГЭ не дошли. Потом выезжайте с ними лично, говорите с людьми. Представители наши есть в регионах. И если потребность есть технических, инженерных профессий, ну их надо же сделать. Нам нужны химики, биологи, нам нужны информатику, кто? Айтишники. У нас должно быть, надо приглашать людей сюда, в вузы их устраивать, директорами их ставить, вот этих колледжей. А у нас каждый, кто не приходит, вон я посмотрел тут, взял резерв, 80% юристов. Понимаете? То есть это будет хорошее здание, хорошие условия. И что? Значит, концепцию подходу образовательного процесса в школе подойдите так, чтобы в этих помещениях красивых, которые у нас будут, Дал Эндали, чтобы они были великолепные. И чтобы у них условия были. Но чтобы ориентир, раз нам не хватает того или другого специалиста, или в целом отрасль целая специалистов, но вы работаете, у вас аналитический отдел есть, надеюсь, в министерстве? Есть. Ну вот они должны вам выклады делать. Каждый, может, месяц, может, каждый квартал. Если вообще будет хорошо, полгода хватит. В завершении заседания в Рио главы республики дал поручение Бекхану Мальсагову держать ход реализации нацпроектов на контроле совместно с правительством республики. В продолжении темы главное учитесь, а условия вам создадут. Еще один прекрасный объект возводится в селении Средние Очулки. В новую школу смогут пойти 720 учеников. Рабочие здесь строго по графику возводят долгожданный храм знаний. В строительстве используют передовые материалы. У ребят будут собственные спортивные и музыкальные залы. Библиотека, благоустроенная прилегающая зона и укомплектованные предметные кабинеты. Диана Дударова продолжит. Рыть котлован под фундамент новой школы начали еще в середине июня, но из-за непогоды рабочим пришлось сделать вынужденный перерыв. Теперь же период проливных дождей позади, и яркое солнце сопутствует строительным работам. Рабочая техника не умолкает с самого утра и до позднего вечера. За процессом строительства наблюдают и сами жители. Возведение нового соцобъекта для них стало настоящим подарком. С этой просьбой сельчане не раз обращались к руководству региона. В их числе и Герихан Тачиев. В ноябре прошлого года он принимал непосредственное участие в церемонии заложения капсулы под строительство новой школы. Сейчас общественный деятель регулярно посещает строительную площадку и переживает за образовательное будущее сельских детей, которые ждали этого события не один год. контроль хуги, хожгу, хожу, сухого, каскас.
Новая школа рассчитана на 720 мест. По проекту здесь предусмотрены площадки для школьных мероприятий, спортивных событий, футбольное поле и благоустроенная дворовая территория. Сейчас на объекте трудится 25 рабочих. Они роют котлован и вывозят грунт. Также задействовано более 10 единиц строительной техники. И уже через 3 недели подрядчики планируют приступить к заложению фундамента. Дня 2-3 уже котлованы закончим ее копать. Потом будет обратная засыпка. Ну, глина у нас с пяткой. Возводят образовательное учреждение на месте старой школы, которую снесли в начале июня. В ветхом здании в 2 смены ютились 520 учеников, при том, что учебное заведение было рассчитано лишь на 220 мест. Еще в далеком 1924 году это здание было построено советскими властями под казарму. Спустя несколько десятков лет сооружение переделали под школу, которая в 1970 году приняла первых школьников. Ну, двухсменная школа, так, аварийный. Не дай бог, здесь кезик землетрясений холодж, плитыш, дер, ашлик гелыш, эштлахты жерез здесь, вак трещины жёлы, дилена опасности жерез здесь школа. В общем, теперь время, когда школьники получали знания с риском для здоровья и жизни, позади. В новом учебном заведении они смогут не только проводить половину дня в безопасных условиях, но и просвещаться в оснащенных современным оборудованием классах. На этом плюсы будущей школы не заканчиваются. Строительство нового образовательного учреждения позволит разгрузить старую 29-ю школу и, наконец-то, закрыть вопрос двусменки. Всего в этом заведении 90 посадочных мест и очень маленькие кабинеты. А небольшая часть учеников 15-й школы, пока не завершится строительство, временно будут обучаться здесь. Всех учеников, конечно, это маленькое здание не сможет вместить. И до открытия родной альма-матер большинство будут обучаться в 14-й школе сельского поселения Нижние Очелуки. И ребятам придется преодолевать километры пути вместо привычных нескольких сотен шагов. Правда, местные власти обещают, что проблем с транспортом у детей не возникнет. Развозить учеников будет специальный микроавтобус. Социальную инфраструктуру также дополнит и детский сад на 220 мест. Его возводят здесь же неподалеку. В общем, жители таким переменам не нарадуются и надеются, что в их селе еще появится ФОК и Дом культуры. А завершить строительство новой 15-й школы подрядчик планирует в декабре 2020 года. Состояние маленькой Аиши, которая проходит лечение в лучшем научно-исследовательском институте хирургии и травматологии в Москве, намного улучшилось. Об этом врачи сообщили в Рио главы Ингушетии Махмуду Али Калиматову. Глава субъекта на этой неделе навестил малышку и лично пообщался с ней. 7-летняя Аиша была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Побои ребенку нанесла собственная тетя. В первую срочную медицинскую помощь оказали малышке в Ингушетии. За дальнейшее лечение и последующую реабилитацию взялись столичные медики. Что рассказала и о чем попросила в Рио главы субъекта наша маленькая героиня, расскажем в следующем сюжете. В Рио главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов прилетел в Москву специально, чтобы пообщаться с лечащими врачами Аиши Ажиговой. Вместе с Рошалем он прошел в реанимацию, где лежит девочка. На вопрос, чего она хотела бы, девочка ответила, что хочет макарон, сока и мороженого. Калиматов ей пообещал, что с позволения врачей она в ближайшее время все получит, и пожелал скорейшего выздоровления. Также он поручил держать на постоянном контроле ситуацию с малышкой и отметил, что вопрос о том, где будет находиться Аиша, нужно тщательно изучить с правовой точки зрения. Ребенок чувствует себя хорошо, но в этом состоянии. Однако лечение еще должно быть продолжено. И зная научно-исследовательский институт Леонида Михайловича Рошаля, мы полагаем, что у нее все будет в порядке. Я, как время исполняющий обязанности и представительство здесь, постоянно будем уделять внимание ребенку. Дело в том, что человек до определенного возраста дееспособна, она полагается, может, только на нас, на врачей, конкретно на лечащего врача. Я только могу сказать огромное спасибо, что так оперативно клиника приняла Аишу, и необходимое лечение сегодня для нее врачи делают. Мы все сделаем, чтобы этот ребенок в дальнейшем жил там, где ему будет уютно, его будут любить и будет заботиться о нем.
ни один человек, увидев ее, равнодушен не останется. Хотя и следствию положено в рамках уголовно-процессуального и уголовного права, но все-таки они предпримут все меры к тому, чтобы виновные были наказаны. А я, как глава, хотя прямо не могу вмешиваться в плоскости права уголовного, криминального, в любом случае я буду за этим следить тщательно. После общения с пациенткой и врачами в НИИ детской хирургии и травматологии состоялся пресс-подход. Леонид Рошаль и врачи института ответили на вопросы журналистов и подробно рассказали о состоянии Аиши Ажиговой в комплексном лечении. Мы столкнулись с ситуацией, не совсем привычной для нас, когда ньюсмейкерами оказались не мы, не люди института, которые работают конкретно, а хорошие люди, которые не относятся к институту. Поэтому в средствах массовой информации было достаточно много всего. Ампутируют руку, спасли руку, погибает, не погибает. Я прошу, мы делаем вам крест-кресты. И верьте, пожалуйста, тому, что там написано в этих пришествиях. И ориентируйтесь на то, что мы говорим вам. У нас сегодня такое время, когда один человек в любом коллективе не решает вопрос окончательно, как лечить и что делать. У нас сейчас комплексное лечение. И этой девочкой занимались в Ингушетии. Этим девочками занимались многие врачи, многие специалисты нашего института. Это результат комплексного лечения, комплексной мысли. Значит, что наши сотрудники консультировали ребенка, когда он был там в Ингушетии. Никиш, директор института, непосредственно был на связи. У нас такая общая линия, у нас продолжается сейчас. Сейчас бы я хотел рисовать Елена Евгеньевна Бумагина. Наши сегодняшние отношения к этому ко всему, пожалуйста. Аиша Ажигова находится в реанимации НИИ неотложной детской хирургии и травматологии 10-е сутки. За это время врачам удалось стабилизировать общее состояние ребенка. На фоне непрекращающейся терапии показатели эндогенной интоксикации существенно снизились. Девочка стала активнее, самостоятельно ест и просит еду. Она продолжает находиться под наблюдением команды врачей, реаниматологов, хирургов, команды реабилитологов. Однако проблемы сохраняются в каждом направлении. У девочки наметилась очень небольшая тенденция к уменьшению отека левой руки. Уменьшились отеки на ягодице. С правой рукой врачи выжидают четкой демаркации процесса. Врачи стараются подвести ребенка к экономной ампутации намертвевших тканей правой руки. Состояние ран правой руки позволяет это делать, так как признаков влажной гангрены нет, только сухая гангрена. Ожидание операции продлится не меньше недели. В институте есть все необходимое для лечения ребенка. Сейчас наш анестезиолог-реаниматолог Екатерина Сергеевна Глебова, пожалуйста, расскажите о Здравствуйте. Девочка поступила к нам 10 дней назад в очень тяжелом состоянии. Изначально она была на искусственной вентиляции легких и первую ночь провела у нас тоже на аппаратном дыхании. Утром была переведена на самостоятельное дыхание. При поступлении тяжесть состояния была обусловлена в первую очередь острым ишемическим повреждением верхних конечностей и развившейся вследствие этого интоксикации. Маркеры травматического токсикоза были повышены более чем в 13 раз. И вот эти продукты распада мышц, они могли привести к развитию острого повреждения почек. Также был высокий риск гнойно-септических осложнений. И в связи с потерями большого количества белка через обширные раневые поверхности у девочки был снижен нутритивный статус. Но с первых же часов нахождения в институте начата комплексная интенсивная терапия. В
первую очередь это сосудистая и периологическая терапия, направленная на улучшение микроциркуляции в поврежденных конечностях. Также уже в первые часы проведен первый сеанс гипербарической оксигенации для улучшения снабжения тканей кислородом и стимуляции роста сосудов. Кроме того, мы проводили профилактику пневмосептических осложнений антибиотиками. Перед сеансами гипербарической оксигенации осуществлялась анестезия ксеноном для того, чтобы оказать на девочку противотревожный и седативный эффект. С первых же часов с девочкой работает вся команда специалистов по профилю заболевания, включая реабилитационную команду. Это и психологи, и массажисты, и специалисты ЛФК, и физиотерапевты. На данный момент состояние девочки с положительной динамикой на фоне проводимой терапии. В данный момент она стабильна по жизненно важным функциям, и лабораторные показатели нормализовались. Сейчас продолжается активная подготовка к предстоящему оперативному вмешательству. Екатерина Сергеевна Глебова, анестезиолог-реаниматолог. Тогда я еще раз закрою. Спасибо. Павел Владимирович Мединский, заведующий семейным отделением, лечащий врач. Как ранее уже сказала моя коллега анестезиолог-реаниматолог, девочка действительно поступила в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Ее тяжесть была обусловлена острыми ишемическими повреждениями верхних конечностей обеих. Но в результате дополнительных исследований, которые были проведены, такие как компьютерная томография, ультразвуковые исследования, выявлен ряд сопутствующих травм разной степени давности, такие как контузионный перелом позвоночника, переломы ребер, переломы конечностей, множественные ссадины и ушибы всего тела, осифицирующие гематомы и ожоги ягодичных областей. Состояние девочки в настоящий момент стабилизировано в результате мощной интенсивной терапии, применения различных современных технологий, как в лечении ран, так и в комплексном лечении общего состояния, такие как применение препаратов, улучшающих кровообращение в тканях, расширяющие сосуды. И нам удалось избежать присоединения хирургической инфекции, нам удалось избежать развития флегмона конечностей. И в настоящий момент отек левой руки значительно уменьшился, однако движение полностью не восстановлено. Касаемо правой руки, она в более тяжелом состоянии, имеется сухая гангрена пальцев и кисти. Мы боремся за каждый сантиметр, пока ограничение мертвых и здоровых тканей четкого не произошло, и проводится активная выжидательная тактика, после которой мы уже определимся по предстоящему оперативному лечению. Спасибо большое. Мединский Павел Владимирович, заведующий отделением пневмохирургии. Спасибо. Пожалуйста. Сечнева. Юлия Геннадьевна Сечнева, это отдел реабилитации и восстановления функций. Согласно имеющимся травмам, перенесенным и в настоящее время перенесенным повреждениям и нарушениям, девочка находится на комплексной реабилитационной помощи, включая психолого-педагогическую и психиатрическую. Она находится под постоянным контролем и сопровождением врачей-специалистов отдела реабилитации, включая невролога-реабилитолога и врача-психиатра, и также специалистов медицинского психолога, педагога-дефектолога и нейропсихолога. Проходит специализированную медикаментозную терапию, сопровождение физиотерапевтическим лечением, двигательной реабилитации. Спасибо большое. Теперь есть вопросы? Психологу вопрос, вы на себе вопрос? Пожалуйста. Сиднева Юлия Геннадьевна.
время вот просит кушать, все время просит мороженое. Это такой детский способ борьбы со стрессом или это маркер ее состояния, если у нее какой-то психологический диагноз, посттравматическое расстройство? Ну, как я уже сказала, конечно же, возможно, имеется нарушения, которые укладываются в картину основного ее заболевания и перенесенных травм. Спасибо. Ну, Еще вопрос. а по развитию она соответствует развитию? Ну, на данный момент, так как девочка еще недостаточное время находится, конечно же, диагностика будет проходить в динамике, и в настоящее время точно мы пока не можем сказать, все возможно. Она восстановится, психологически, душевно она восстановится? Задача психологов, нейропсихологов и врачей, конечно же, восстановить по максимуму. Но все состояние оценивается только в динамике. Она сейчас уже гораздо лучше того состояния, в котором она была. И психологическом то же самое. Ну а девочке еще предстоит пройти полную реабилитацию. Тогда будет решаться вопрос об определении ее в семью. Рина Цычоева. Итоги недели. Жестокое отношение к ребенку, многочисленные побои и издевательства. За 7 лет своей жизни Аиша Ажигова так и не узнала, какая она материнская любовь и забота. После резонансового случая органы опеки и попечительства, призванные защищать детство, еще более ответственно начали проверять приемные семьи. В первую очередь обращают внимание на условия проживания и успехи в школе. Но кажется, детям все это не так важно, ведь когда тебя любят, все по плечу. О призвании любить расскажет Тамара Хашигульгова. Как тебя зовут? Ася. Нет. Полностью. Фамилия? Ася и Бекхан Зортовы вот уже несколько лет проживают у своих дяди и тети. Когда у детей умер отец, девочки не было и года. Воспитывала их мама, но вскоре не стало и ее. Они остались круглыми сиротами. Но вопрос о том, кто будет воспитывать детей, не возник. Их взяли под опеку близкие родственники. В апреле 5 лет исполнилось, как мать умерла. Вот с того дня мы вот занимаемся с детьми. Девочка с речевым аппаратом, у нее со слухом с рождения проблемы были, поставили 5 лет, так, а мальчик неврология, умственно отстал, такой, на 7 лет отстает от развития. У Дулатхана и ее мужа нет своих биологических детей, поэтому Асю и Бекхана они приняли как родных. Для юноши даже начали строить дом. Приемные родители следят за тем, чтобы дети